Здравствуйте! В государстве Алания 18 часов и в прямом эфире информационный выпуск сегодня. С вами Ирина Кусраева и вот главные темы дня. На вас возложена важная и ответственная миссия обеспечения правопорядка. Алан Гаглоев поздравил сотрудников правоохранительных органов с профессиональным праздником. Состоялась встреча в формате МПРИ. Обсуждены вопросы безопасности и случаи нарушения госграницы Южной Осетии. Преуспели и в этом виде спорта. Остинские спортсмены стали призерами и чемпионами турнира по карате. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники правоохранительных органов. В киноконцертном зале «Чермен» прошло торжественное собрание. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел. На вас возложена важная и ответственная миссия обеспечения правопорядка. И показатель эффективности вашей работы – это высокая оценка и доверие общества к вашему труду. Глава государства адресовал слова поздравлений ветеранам правоохранительных органов, которые заложили надежное будущее, стали жестким барьером на пути грузинских неонацистов, защищая территориальную целостность и суверенитет Республики Южная Осетия. С вноса государственного флага и гимна началось торжественное собрание в честь Дня сотрудника органов внутренних дел. Милиция является одним из главных звеньев в правоохранительной системе. История создания ведомства берет свое начало с 1917 года. С течением времени функции блюстителей порядка менялись и расширялись. Когда же возникла необходимость защищать республику от внешнего врага, сотрудники милиции одними из первых встали на защиту Отечества. Министр особо отметил заслуги ветеранов службы. Личный состав министерства выполняет поставленные задачи в условиях динамично меняющейся обстановки и непростой ситуации, складывающейся в мире. Все это требует от нас более совершенных подходов в борьбе с преступностью, совершенствования стратегии и тактики в противодействии криминалу, в том числе и с использованием современных высоких технологий. Преступность приобретает все более современные формы. Но и мы не стоим на месте. Мы находимся в постоянном поиске новых форм и методов работы, примененных в наших условиях. В этой связи намечено последовательное осуществление реформ, направленных на повышение эффективности оперативной служебной деятельности, на укрепление доверия к органам правопорядка со стороны населения. Верю, что каждый сотрудник милиции в полной мере проникнется ответственностью и осознает важность задач, возложенных сегодня на органы внутренних дел. Многие сотрудники правоохранительных органов удостоены высших государственных наград. 20 участников войны – кавалеры ордена Уатсамунга. 8 человек награждены посмертно. События 2008 года доказали, что люди в милицейских погонах всегда остаются верны своему служебному долгу. Их мужество, решительность и самоотверженность являются гарантом стабильности нашего общества. Сегодня, несмотря на праздник, мы не можем исполнить наших боевых товарищей, погибших при защите Родины от внешних агрессоров и во время исполнения служебных обязанностей в мирное время. Я прошу почтить их память минутой молчания. С поздравительной речью к сотрудникам системы правопорядка обратился президент. Показатель эффективности вашей работы – это прежде всего высокая оценка и доверие общества к вашему труду, отметил глава государства. Защищать общественный порядок, жизнь, безопасность и права наших граждан – это важная работа, и вы с честью справляетесь с этой ответственной миссией. Сегодня хотел бы особо отметить уважаемых ветеранов правоохранительных структур, пожелать крепкого здоровья, поблагодарить за верность профессиональному долгу, за готовность делиться своим опытом, воспитывать на личном примере молодых сотрудников. К людям вашей профессии предъявляются особые требования. Это трудная и в высшей степени ответственная работа, требующая профессионализма и компетентности, безупречных личных качеств. Убежден, вы и впредь будете эффективно решать поставленные задачи, твердо стоять на страже законных прав и интересов наших граждан.
Указом президента ряд сотрудников удостоен государственных наград. За большой личный вклад в дело обеспечения правопорядка особо отличившимся сотрудникам были присвоены почетные звания «Заслуженный работник органов внутренних дел Республики Южная Осетия». И сегодня же были вручены ведомственные награды, в числе награжденных ветераны службы, которые посвятили работе в системе правоохранительных органов не один десяток лет. От имени руководства Министерства внутренних дел Российской Федерации поздравительный адрес зачитал директор совместного информационно-координационного центра Василий Шепелев. Указом министра внутренних дел России медалей за боевое содружество были удостоены и сотрудники юго-осетинского состава информационно-координационного центра. Юго-осетинские стражи порядка достойно продолжают традиции предшественников, с честью выполняя свой профессиональный долг, ежедневно решая сложные задачи по обеспечению законности и защите граждан. В этот праздничный день особого внимания заслуживают ветераны, чей труд по передаче практического опыта молодому поколению и обеспечению преемственности невозможно переоценить. Нацелены на продолжение содержательного диалога между нашими министерствами по всему спектру представляющих взаимных интересов вопросов. Торжественное собрание продолжилось праздничным концертом. Роза Тедеева, Заур Устаев, Ринат Медоев, Тамерлан Кусраев. Информационный выпуск сегодня. Среди тех, кто всегда на дежурстве, инспекторы по делам несовершеннолетних. Их главная задача – осуществлять надзоры и предотвращение детской преступности. Большинство инспекторов – представительницы прекрасного пола. Коммуникабельность и стрессоустойчивость – их обязательные качества. Им удается найти подход почти к каждому ребенку. Джессика Дряева с детства мечтала работать в органах внутренних дел. Примером для нее был отец, который не один десяток лет проработал в правоохранительной системе. По стопам отца пошел и старший брат Джессики. Где я не ошиблась, это в выборе своей профессии. Вот как с самого детства любила свою профессию, свою форму. Вот с тех пор так оно и есть. И мне нравится, что сотрудник даже хотя бы частично, но может упростить чью-то беду, немножко ему помочь, и этому человеку станет лучше, чем было до нашего вмешательства. Поэтому я считаю, что быть сотрудником – это самое благородное, что может быть. Инспектор по делам несовершеннолетних считает, важно любить детей, уметь находить общий язык с трудными подростками, понять, почему они совершают те или иные поступки, и самое главное – помочь им встать на правильный путь. И сказать, что есть какая-то большая проблема, они не слушаются или что-то такое, я не могу сказать, потому что когда сотрудник подходит к ребенку, ребенок, я не могу сказать, что он ведет себя некорректно, что он может себе что-то лишнее позволить. В моей практике пока что такого не было. Вот, да, конечно, дети, естественно, они могут и подраться, естественно, чисто случайно кто-то кого-то может задеть, а он упадет, да. Но я считаю, что это нормально, и раньше это тоже было так. В функции инспектора входит профилактическая работа с трудными подростками, проверка условий их проживания, рейдовые мероприятия по охране общественного порядка и мест концентрации молодежи. Самое сложное то, что на самом деле ты видишь такие семьи, где нуждаются не только финансово, но и психологическая помощь. Им надо оказать эту психологическую помощь. Бывает, что у нас сотрудники собирают денежные средства и направляют по праздникам, поздравляют, продуктами питания помогаем. Тяжелые жизненные истории, круглосуточные дежурства. Часть жизни инспектора по делам несовершеннолетних Ирины Тедеевой. За 4 года работы в органах она посмотрела на жизнь под совсем другим углом. На самом деле Шарен масенше условия таис. Мои водовта катарта нафала орах тынг вахсива истом мазардама мои тынги фабириш вот кутум махадак. Ирина Тедеева уверена, в инспекторе по делам несовершеннолетних всегда присутствует желание работать и приносить в пользу тем детям, на страже интересов которых они стоят. Накусты юэл зендар займахиша автозарджинама
Este правонарушеник зомбойдай свалун на гемак кусом бойдаям профилактическую куску каном бойдаям има вот воим бойдай автоштунен свалат тия са Нью-Йорке такамдар поддержка над этим бойдоинч, то есть кутарен дар хозунс воспринимать каном бойдоинч ма ну вот воим бойдай зонкост утхайма свалунима дар файнартыге куст куннашао Нью-Йорке тырдыге милициярдыге школардыге вад зыну сотрудник тандар кусын. История каждого ребенка индивидуальна. Где-то причиной плохого поведения могут быть семейные конфликты, а где-то родительское безразличие. Задача инспектора вовремя понять это и помочь подростку. Кубаным байдая, что мана свалунан шайдар мидаг охосыр шедис, ама ешорды мидаг гцилфа анчундарис, шияни яраган шияхишан. Вад уже одемогуше зенкостил кудидарнол канам байдая яхишан ваим байдая приятно, что мана дар шедар гананис дар шедар саразуно хам куттаг ма свалун дар ма яни ярак дар чун дар нокам дар шорда мидаг ма кадуше гцел поступок ма уше ну нхос хотя бы снхосай في خصوص والون анад значит кауша моем кусам. Коллектив нашего телеканала поздравляет работников правоохранительной системы Южной Осетии. Зарина Кочева, Арнольд Харебов. Информационный выпуск сегодня. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев направил телеграмму с соболезнованиями временно исполняющему обязанности губернатора Херсонской области Владимиру Сальдо в связи с трагической гибелью видного политического и общественного деятеля Кирилла Стремаусова. От имени народа Республики Южная Осетия от себя лично направляю вам, всем родным и близким погибшего, искренние соболезнования, отметил в письме глава государства. В селе Эркнет прошла очередная 108-я встреча в формате МПРИ. В ходе переговоров участники обсудили вопросы нарушения воздушного пространства Южной Осетии, а в частности полеты беспилотных летательных аппаратов, а также инциденты незаконного пересечения государственной границы и обеспечения безопасности на пунктах пропуска Южной Осетии с Грузией. А главным требованием юго-остинской стороны остается снятие незаконного блокпоста в районе остинского села Уиста. Очередной раз грузинский представитель сказал, что этот пост никакой нагрузки не несет. Они всегда об этом говорят, и мы каждый раз подчеркиваем, что именно потому, что он не несет никакой нагрузки, выставление этого поста было абсолютной бессмысленностью. И поэтому самым логичным завершением этого, как говорится, этой дестабилизации обстановки будет вывод этого поста с юго-остинской территории. Работы по обновлению привокзальной площади подходят к концу. Движение для автомобилей здесь пока ограничено. Этапы ремонта включают замену покрытия тротуаров и пешеходных зон, установку нового освещения, благоустройство зеленых зон. На привокзальной площади дорожные службы завершили укладку второго слоя асфальта. Благоустройство на территории объекта было разделено на несколько этапов. Сейчас все работы на финальной стадии. Помимо реконструкции дорожного покрытия, проект строительства включает организацию парковой зоны и озеленение территории. Бондар заказ куртом, даз бумма дуа кориманомер шавжеста уже уду бокандистам, каттар декокслуй фамовтаджи чевназумник колджестам, шеджет хавамиджи бойкалджестам. На время ремонтных работ движение для автотранспорта было ограничено. Это создавало неудобства водителям, но по словам рабочих, уже на днях ограничения будут сняты. Тогдай комар табу мафам фалановта фандешамай размет кандарелштар сорозам. Ранее по проектно-сметной документации благоустройство привокзальной площади предусматривало только замену дорожного покрытия. Однако было решено внести дополнительные мероприятия.
линия шаве дундарма олшида. Рухстарма дундарма канализация да ушей предвидели. Марамон номет джем дуарон дун нозанта. Шамайджи шава удундарма алхадасте просто цанаказам цамоцалла суйнема. Все работы планируют завершить в этом месяце. Стелла Бязарова, Регина Черткоева, Ида Кочиева. Информационный выпуск сегодня. В Москве состоялся второй международный фестиваль боевых искусств, чемпионат мира и кубок Сёгуна по карате в доспехах. Специальными гостями турнира стали команды из Южной Осетии и Абхазии. Наши спортсмены показали высокий уровень профессионального мастерства. В числе привезенных на родину наград медаль высшей пробы. Агунда Губозова пообщалась с чемпионами. В знаковом событии в мире боевых искусств, проходившем под эгидой Международной федерации карате в доспехах, приняли участие более 300 спортсменов из 10 стран, включая 6 спортсменов из Южной Осетии. Им удалось занять призовые места. Владимир Кабисов и Нина Цхавребова заняли 3-е места, а Арманд Битиев стал победителем чемпионата. Тренер остался довольным результатами подопечных. Впервые вообще участвовали на таких соревнованиях. Наши ребята показали себя очень достойно. Самые зрелищные поединки были у наших ребят. И когда Битиев Арман дрался, то нужно сказать, что весь спортивный комплекс стоял на ногах. За нас болели все. Почему? Это было очень приятно человеку, потому что поединок был очень зрелищный, очень красивый. Хочу поблагодарить президента, который нам оказал материальную помощь, и нашим родителям, которые нам помогли. Материальную помощь. На пути к золотой медали Арманд провел 2 зрелищные схватки в весовой категории до 80 килограммов. Провел 2 боя. Первый бой мне больше всего понравился самому, потому что соперник был достойный. А так, второй бой мне самому не очень понравился, потому что соперник отворачивался, убегал, все делал, чтобы поединок был грязным. Арманд впервые принимал участие в чемпионате мира. Рассказывает, что к соревнованиям готовился усердно. На протяжении долгого времени я готовился, был хорошо готов, и поэтому в этом поединке мне было не так тяжело. И победа далась мне легко. Да? Все, что мне удалось достичь, это благодаря тренеру, благодаря команде, потому что она очень большое влияние на меня оказывает. В спортивной программе приняли участие лучшие представители этого вида боевого искусства. Выступали спортсмены различных возрастных категорий. Соревнования такого уровня являются не просто возможностью показать свое мастерство, но также ступенькой к большим достижениям в спорте. Агунда Губозова, Рауль Кочиев. Информационный выпуск сегодня. А далее прогноз погоды на завтра, 11 ноября. Завтра в республике будет ясная погода. В Знаурском районе днем плюс 13, ночью плюс 4. В Дзауском районе днем плюс 11, ночью плюс 2. В городе Койса днем плюс 8, ночью плюс 2. В Ленигорском районе днем 10 градусов тепла, ночью плюс 4. В столице республики в Цхинвале днем плюс 12, ночью плюс 3. Я благодарю вас за внимание. До свидания.